Именно вот эта историческая память, которая уже в генах у нас отпечаталась, мы не можем стоять в стороне. Все равно нас это где-то цепляет, все равно у нас есть своя точка зрения. Сами события на сегодняшний день так складываются, что нельзя оставаться в стороне от происходящего. И думаешь, ну должна же быть справедливость в этом мире какая-то, ну хоть немножечко, ну хоть что-то. И вот все-таки вот эта национальная черта, она дает о себе знать. Якында Акмежитте Айва Адлы бала тәсил меркезе өз эшен башлады. Монда бала хафызлыгынын темелерини ве балалар арасында мод олган блогинге öğrenmek я да эжнеби тиллерди билгилерини кабилештирмек мүмкүн. Кырым татар тилине ise самими шарайтте курабие ашап, веча ичип, миллетимиздин ананелеринен ве медениетинен танышып, öğrenмеге теклиф этелер. Мне не нравится нынешнее образование в школах, и, в принципе, родители тоже об этом говорят, но здесь мы не замахиваемся на то, чтобы какую-то свою частную школу открыть, лицензировать, выдавать табеля, дипломы и так далее. Просто хочется по-другому подходить к детям, к их восприятию реальности и по-другому преподносить им знания. Давайте по-другому зайдем. Крымско-татарский язык через этикет. Там, деловой, как себя за столом вести, как встречать гостей, там, как общаться между собой, допустим, да, и так далее. В интернет-этикете что-то такое. Вот, то есть изучать крымско-татарский язык через призму определенных явлений в нашей жизни. Айва балалар меркезинин тешкилатчысы Ленура Ингулатовнен көрүшүвгө келгенде биз бала хафызлыгындан кечкен дерсини көрдүк. Шу жерде аналарнен ве балаларнен де конуштук. Ве улар меркездеги окуунен баглы тесторатларнен бизнен пайлаштылар. Я однозначно считаю, что такие центры в Крыму необходимы, там, где дается упор больше на крымско-татарский язык. Уроки по безопасности, они нужны. Хорошо, что они проходят, потому что это прежде всего безопасность наших детей. Спасибо вот Саулсен Ленура, она нам это дает. Мы сегодня поприсутствовали на этих уроках, нам очень понравилось. Дети активные, им это нравится. Selam alaikum, мен Харун татар тилинге бында эдем. Мен эфсаны бегендем. Мы узнали правила безопасности. Это очень полезно и было смешно, весело и очень классно. Мы говорили, куда можно спрятаться, пока преступник не видит. Надо бежать либо в магазин, либо в торговый центр. А если тебя уже схватили, надо кричать: помогите, этот человек, я не знаю этого человека. Она добрая. Даже если, когда мы баловались, она не ругала. Ленура Ингулатова укукчу, жемаат эрбабы, Куранта укуктан мутихассыздыр. Истикбал жемаат тешкилатынын азасы. Ана бабаларынын тешебүсү, аракетинин инициаторларынын бирisi. Өз өгүндө эсас юнелишинде ана тилде тасил алып, баланын укук ве меракларынын риаят этүүнү коя. Считаю себя активным человеком, потому что интересуюсь социально-политическими ситуациями в стране, в Крыму, в городе и, в принципе, среди своих знакомых и близких. То, что происходит с нашим народом в том числе. Вот. Ну и, конечно же, активность это проявляется в разных формах и видах. Вот. Где-то поддержать, где-то написать заявление, жалобу, где-то как волонтером выступить. 2018 senesi İlkuz ayının 1 günü Karasubazar rayonunun Yanı Burulçak köyünde Kırım Tatar tilde bütünler öğrenip geçken 1 milli sınıf açılgan edi. Onu açmak için ana babalar, failler ve hukuk korçalayıcılarının güçlerini birleştirmek gerek olgan edi. Пару лет назад с боем мы пробили организацию класса с родным языком обучения, с крымско-татарским языком. Это в Белогорском районе, село Цветочное. Родители достаточно активно себя проявили. Но из-за того, что родители не знают вот этих вот моментов с юридической стороны, директор этим манипулировал в свою пользу и всячески препятствовал к тому, чтобы открыть класс с национальным языком обучения. Ну и мы вступились за родителей, мы оказали им юридическую помощь. Это было все освещено в средствах массовой информации. Директор пугала нас прокуратурой, Следственным комитетом ФСБ.
Но мы все делали согласно действующему законодательству Российской Федерации, согласно закону об образовании, и директору не было к чему придраться, обвинив нас, допустим, там в каком-нибудь сепаратизме, экстремизме и так далее. Тәсил алу хукукларны корчаламак чок керелер чыккан сон, Ленура ханым фааль адам оларак балалар өчен оз тәсил саасыны тәшкил этмек истеди. Ленура ханымның яны тешебесі күчүнө тек топлай, беталебелер да чок дегіл, ама о башланган ишine кесен кез девам этмек планлаштыра. Изначально думала онлайн обучение, но как-то потом заинтересовалась блогерство для детей. Эта тема достаточно новая. В Крыму она, насколько я знаю, совершенно не развита. Ну и, конечно же, у меня 2 детей, которые я вижу, что они сидят в телефоне, и чем они заинтересованы. Я как мама тоже подумала, почему бы и нет. Если они в интернете, то это должно быть безопасно, это должно быть полезно и должно чему-то обучать, а не просто сидеть и быть потребителем. Хотелось бы повлиять на то, чтобы люди были более осознаны в своих суждениях, грамотнее излагать свою речь и не употребляли в своей речи каких-то таких уничижительных слов в отношении других каких-то социальных групп.